Любой водоем является местом определенного риска. Осень выдалась затяжная, температура воздуха не достигла показателей, требуемых для образования безопасной толщины льда. А выпадение обильных осадков в виде снега ухудшают промерзание. Но, несмотря на это, граждане уже активно переезжают реки на личных автотранспортах. Некоторые и вовсе перевозят через реки пассажиров, как это случилось 20 ноября у поселка Нижний Бестях. 2 машины провалились в воду. Водители и пассажиры не пострадали, благодаря водителю Ирбиса. Если вовремя не попади мои ребята, там бы они, конечно, замерзли бы. Вы представляете, оттуда, особенно с автобуса, они мокрые, как эти выскочили оттуда, уже под водой были, потом они вынырнули оттуда, понимаете. Вовремя наша подружка ехала сзади, сразу погналась за ним. Ну, видит, едет он туда же, где утонул машина утонула. И ехал, сигналил фарами. А тот идет, и тут на тебе, вот, пожалуйста. Прямо на глазах вот такая беда случилась. Однако некоторые граждане не разделяют мнение Бориса Строева. Видео с места провала распространилось в социальных сетях, и некоторые пользователи предположили, что водители Ирбисов якобы распиливают лед. Кто пишет, что мы распилили и так далее, это люди, которые привыкли делать вот эти бомбилы, их назовем, таксистов. Таксисты нормальные ребята, которые с нами работают много лет. Они туда никогда не сунутся в жизни. Они знают, не будут ходить, какой лед, все. Это со стороны бомбилы, которые хотят урвать. Ага, бригада, значит, возит по 2000. Давай-ка я по 1,5 повезу. Урву тут недельки-2, поработаю хорошо. Вот такие люди. И начинают они писать, что мы, значит, отрезали лед, распилили и так далее. Но это не от большого ума люди, понимаете. Или такие люди, которые сидят на диване, клопы вот диванные, писаки, они вообще даже не представляют, как мы работаем, что за работа у нас. Вот они и так и творят. Я сам лично выезжал на это место провала. Получается, то, что там сильное течение, фарватер, и там места даже, и как бы торосов нету, гладкая местность. И на данном месте толщина льда составляла от 7 до 10 сантиметров, где даже пешеходу опасно ходить. На сегодняшний день толщина льда на реках в Якутске составляет около 10 сантиметров. Безопасная толщина для проезда автотранспорта должна составлять не менее 35 сантиметров. Предварительная дата открытия переправ назначена на 11 декабря. Сегодня самые распространенные подъездные пути к рекам засыпаны землей и снегом. Но и эта мера не останавливает водителей. Но люди все равно стараются проехать, мотивируют любыми путями, мотивировки свои придумывают, как бы им переправиться. Только не задумываются о том, что эта переправа может быть последней в их жизни. И приходится вот дежурить, потому что, ну, кто, кроме нас, как говорится, получается. Нам приходится выезжать, если эта машина тонет, вытаскивать людей. А совсем не хочется этим заниматься. Как говорится, хочется, чтобы все домой добрались, все были счастливы, здоровы. Инспектора ГИМС и службы МЧС продолжают ежедневный мониторинг подъездных путей. Напомним, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность, нарушение которой влечет за собой наложение административного штрафа для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50, для юридических от 100 тысяч до 1 000 000 рублей. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск.